Всем привет, меня зовут Николай Дедок. Я приехал сегодня рассказать вам немного о недавних протестах в Беларуси, февральских, мартовских, протестов против декрета номер 3, известного более в народе как декрет о тунеядстве. Вкратце о себе, в двух словах. На сегодняшний день я студент в университете Витовта Великого в Каунасе. Большую часть свободного времени провожу в Минске, в Беларуси. Также написал книгу «Фарма параллельного света», в котором рассказываю о своем теоремном опыте. Вот она тут стоит, потом, если что, можете приобрести. С 2003 года участвую в анархистском движении в Беларуси. И работаю в газете, журналистом в газете «Новый час», тоже в Беларуси. Вот. Это все основное обо мне. Теперь по поводу... Начнем с того, что я немножко введу вас в курс дела, что вообще из себя представляет анархистское движение в Беларуси. Первая анархистская группа в Беларуси появилась в 1990 году, таким образом уже 27 лет. И долгое время, это была группа «Борьба», появилась в Гомеле, долгое время оно представляло собой движение как какое-то отдельные друг от друга группы в разных городах, которые занимались какой-то спорадической активностью, кому-то по душе было больше рабочее движение, кто-то занимался там перформансами, оранжевыми акциями, и долгое время оно так и оставалось. Примерно с 2007-2008 года начинается консолидация анархистского движения, разных анархистских групп, и превращение их именно в какое-то политическое движение, которое ставит перед собой политические цели, более увеличивается структурность, структуризируется движение, и, скажем так, взрослеет, перерастает какой-то этап субкультуры, этап угара, тусовок, приколов, и становится более действительно политическим движением. Это произошло примерно в 2007-2008 году. Значит, на сегодняшний день анархистское движение представляет из себя ряд инициатив, которые все они придерживаются примерно одной и той же идеологии, то есть в основном это социальный анархизм, но они различаются именно по роду своей деятельности, по каким именно видом борьбы они занимаются. Вот основные инициативы, которые на сегодняшний день действуют в Беларуси, это кратко пройдемся. Это еда вместо бомб, ей уже более 12 лет. Значит, они кормят бездомных в 3 точках 3 раза в неделю в городе Минске. Анархический Черный Крест Беларуси, это группа, которая занимается борьбой противодействию репрессиям скорее и помощью политзаключенным анархистам и людям, чьи взгляды не противоречат анархизму. Тоже эта группа существует уже около 4 лет. Группа «Промень» — это медиагруппа, которая претендует на то, чтобы попытаться стать анархистским СМИ. То есть занимается, у нее есть сайт, который был заблокирован в Беларуси за экстремизм. Есть множество пабликов на разных платформах, и они пытаются позиционировать себя как анархистские медиа, которые все происходящее в Беларуси и за рубежом освещают с точки зрения социал-революционных идей, социального анархизма. Это антиуниверситет, который по сути является анархистским образовательным кооперативом, который пытается воплотить в жизнь принципы либертарного образования. И это достаточно открытая группа, она есть, что для Беларуси редкость, да, открытая анархистская группа. Она есть тоже в соцсетях и старается притянуть как можно больше простых людей. И Вольная думка. Это просто анархистская библиотека, тоже существует уже несколько лет, и тоже в нее можно прийти совершенно спокойно, свободно, потому что объявления о ее существовании висят в интернете. Ну и пока что, слава богу, их менты не накрыли. Вот. Кроме того, есть множество анархистов, может не множество, но достаточное количество анархистов, которые не состоят ни в каких инициативах. Есть в Беларуси ряд инициатив, которые по факту являются анархистскими, то есть они держатся анархистами, развиваются анархистами, преследуют анархистские цели, но они себя в публичной сфере не позиционируют как таковые, чтобы их публичные мероприятия не накрывались мусорами. То есть я не буду по понятным причинам называть названия таких инициатив, но они есть. И туда приходят простые люди, и туда наши товарищи стараются их социализировать в анархизм. Ну и есть ряд более мелких анархистских инициатив, то есть анархистских групп, которые изолированы как-то от движения по тем или иным причинам, занимаются чем-то самостоятельно, такие как «Черное оружие», революционные действия и так далее. Как начинался вообще процесс, предыстория? Как-то раз Лукашенко пришло в голову, поскольку у нас с державным бюджетом всегда очень туго, откуда можно позаимствовать еще денег, конечно же, взять еще больше у граждан. И поскольку он у нас человек
советский, и его очень волнует, что кто-то может не работать и при этом быть равноправным членом общества. Он решил, что самый оптимальный способ это ввести налог на тунеядство, налог на безработицу. Сформулировано это было следующим образом. 180 евро в год, ну, в переводе на данный евро, с тех, кто не трудоустроен официально. То есть целевая аудитория была те, кто работает за границей, особенно в России. То есть они зарабатывают баснословные, да, по белорусским меркам деньги, а налоги с них в государственную казну Беларуси не идут. Он решил с этим справиться вот таким вот радикальным методом. И плюс огромное количество людей, которые получают зарплату в конверте, трудоустроены неофициально, всевозможные фрилансеры, он тоже решил как бы их всех постричь. Ну да, 180 евро в месяц, это просто чтобы вы представляли среднюю... Ой, да, год, спасибо. Средняя зарплата в Беларуси это 360 евро в год. На тот момент была, ну там плюс-минус, сейчас она колеблется. Пособие по безработице 20 евро в год. То есть они нашли такой замечательный выход, если во всех странах платят тем, у кого нет работы, то у нас, наоборот, деньги с этих людей берут. Да, там из этого декрета по закону были выключены матери, которые имеют малолетних детей, там инвалиды, еще какие-то супер незащищенные категории населения. Но тем не менее, после всех даже исключений, таких граждан осталось 350 тысяч на всю Беларусь. Считаю, что население Беларуси 9,5 миллионов, это очень много, это просто очень дофига. И людей, конечно же, это очень сильно напрягло. Очень интересно было рационализация того, как власть объясняла, что очень нужно ввести этот налог. Пошли, естественно, раз за разом телевизионные передачи, в газетах начали писать, что как же это так, несправедливо. Вот смотрите, простые трудяги, работяги работают, а вы, значит, такие, а вот тут есть тунеядцы, которые нигде не работают, в казну не платят, а пользуются общественными дорогами, бесплатным здравоохранением, бесплатным образованием, дышат бесплатным воздухом и все такое прочее. Вот. И это, конечно, достаточно лицемерно звучало так с экрана телевизора, но тем не менее вот такова была рационализация. И этот закон ожидалось с него собирать в год по 8,1 миллион евро. Но в конце концов, когда начали его реализовывать, поняли, что очень проблематично будет это сделать, потому что одни только расходы на рассылку писем составили порядка 351 тысячи евро. Это, то есть, представьте, налоговая должна была 300 с чем-то тысяч человек выслать каждому по своему письму, по письму этому. Вот. И в сентябре 2016 года людям начали приходить первые так называемые письма счастья. Это письма из налоговой о том, что вы обязаны платить налог. Ну, конечно, с этим было связано куча разных приколов, что и мертвым приходили эти письма, и людям, которые уже давно за границей живут, там, ну, что только не было. Вот. Очень сильно спровоцировало напряжение то, что что было как минимум 2 зафиксированных случая людей самоубийства из-за получения этого налога на требование платить налог на тунеядство. То есть один в Осиповичах мужчина выпрыгнул из окна, и женщина, если не ошибаюсь, в Мозере тоже повесилась. Это только 2 случая, которые стали известны. Это тоже вызвало, конечно, в обществе такую крайне негативную реакцию. И еще более важный момент, это то, что из 350, ну там плюс-минус, тысяч человек, которым были разосланы эти письма, лишь 10% уплатили этот налог. Остальные, несмотря на то, что неуплата налога грозила штрафом, сутками ареста, они все равно этот налог не платили, то есть 90%. Такой молчаливый бойкот, он, конечно, очень заряжал позитивом и верой в людей. Вот. Теперь, собственно, о протестах. Протесты шли, вся эта протестная тема, она шла чуть более чем месяц, с 17 февраля по 26 марта. Анархисты приняли участие в 5 мероприятиях протестных из десятков, которые произошли. И вот немного по хронологии. Именно как это развивалось от дня к дню. Значит, протесты шли в общем и целом по нарастающей. Первое время их особенностью было то, что их практически не разгоняли, и менты никак им не препятствовали. Потому что сейчас у нас у Лукашенко очередной период потепления с Европой, и люди как бы решили этим воспользоваться. Первый самый протест был в Минске 17 февраля. Было порядка 1500 человек. Чтобы вы просто поняли, все эти акции были не санкционированы. Потому что никогда почти в Беларуси не санкционируются уличные протестные акции. Вот. И
Да, на нем было порядка 1500 человек. Анархисты вышли своим небольшим черным блоком, около 30 человек. Которая стала по-своему переломной вообще, как, ну, именно для анархистской части протестующих, да, очень большим прецедентом вообще для Беларуси, когда мы прошли, ну, просто чтобы пояснить о своей компетенции, я не во всех этих акциях участвовал только в 2 из 5 лично. Когда мы прошли до площади, и народ стал уже расходиться, анархисты были людьми присутствующими, а это были политически в основном неангажированные люди, обычные работяги, даже не безработные, восприняты очень-очень позитивно. И то есть мы стояли, скандировали какие-то свои лозунги, люди нам хлопали, просто в лед разбирали наши листовки, читали, а уже было темно, они читали, подсвечивая их со смартфонов со своими, передавали дальше своим друзьям, товарищам, знакомым. И потом, когда мы начали оттуда списываться, план был такой, что нужно было уходить на автобусную остановку. И мы начали списываться, и за нами пошли люди, человек может 100, 150, может 200, которые думали, наверное, что митинг продолжается. И так или иначе мы пришли на остановку, увидели, подъезжает автобус, мы стали в него забегать. Вслед за нами стали забегать мусора в штатском, их в Беларуси сейчас называют шунявки, как по аналогии с тетушками украинскими, у нас шунявки, потому что Шуневич министр внутренних дел. Вот. И стали забегать за нами и пытаться кого-то из автобуса вытащить, либо побить. И что сделали люди, которые стояли на остановке протестующие? Они вцепились в этих мусоров, стали их оттаскивать, кричать «не бейте детей», и, в общем, всячески за нас впрягаться. Сейчас я вам покажу небольшой видос, это не очень на нем отражено, но кое-что видно. Выходите из автобуса! Выходите из автобуса все! Сейчас в автобус хотели залезть. Вот это руководитель вот этого мусорского отряда, который нас кинулся. И потом часть наших товарищей списалась неорганизованно, но примерно половина, сцепившись в цепку вместе, окруженная людьми, журналистами, которые нас защищали, они прошли до автобусной остановки и сели в автобус и уехали по домам. Вот, чтобы вы понимали, это для Беларуси вообще абсолютный прецедент, потому что долгие-долгие годы уже никто не давал какого-то отпора мусорам. Отпор был дан довольно символический, то есть они залетели за нас в двери, кого-то начали бить, кто-то стал с ними толкаться, они пытались кого-то вытянуть, им не давали, но все равно для Беларуси это как бы очень много. И сам факт то, что незнакомые люди подписались за каких-то стрёмных там людей в масках с черными флагами, да, это очень сильно нас вдохновило. Следующий протест был 26 февраля. Протестов вообще прошло очень много. Вернусь чуть-чуть назад. Во всех областных центрах были протесты вот в этот означенный период. Собиралось от 50 человек до 3000. Самое много собиралось в Гомеле и в Витебске. Это до 3000 человек. Чтобы вы понимали, это цифры тоже беспрецедентные. С момента вообще образования Беларуси, вот как сейчас независимого государства, никогда столько не было. Никогда не было таких протестов. И интересно, что большинство этих людей, это люди вообще как никогда не ходившие на такие акции, политически не ангажированные. И многие из них это даже бывший электорат Лукашенко, которые в нем разочаровались. Вот. В том числе акции прошли по маленьким городам. Интересно, что даже в городах с 5-6 тысячами населения приходили по 500-600, ну не с 5-6, там буквально с несколькими десятками тысяч населения, да, приходило по 500, 600, 700 человек. Это тоже очень много, да, в процентном отношении. 26 февраля был митинг Барановичей. Группа анархистов тоже посетила митинг, правда без флагов, они просто раздавали листовки. Прямо там на митинге задержанных не было, но поскольку один товарищ там светил своим лицом, то он был задержан уже ближе к 25 февраля, 25 марта. Я вам потом про эту дату еще подробнее расскажу.
5 марта был аналогичный протест в Бресте, то есть самоорганизованный людьми, в основном через соцсети. Туда пришла оппозиция, туда пришла группа анархистов, около 12 человек, и они инициировали шествие по городу. То есть часть людей осталась в горосполкоме пойти, типа, задавать вопросы чиновникам, разговаривать. То есть согласились на такую умеренную версию. Но анархисты сказали: нет, пойдем сейчас шествием по центру города. И фактически они это шествие возглавили. Значит, позже, через несколько дней, было задержано 2 человека. Им дали сутки. И одного из них потом еще перезадержали второй раз, когда он только вышел, освободился, чтобы он не поехал в Минск на 25 марта на такую главную акцию, его перезадержали. Чтобы вы понимали, уже в конце февраля Статкевич, это один из наших оппозиционных лидеров, ну такой центральный на сегодня, можно сказать, он запланировал акцию на 25 марта, это день воли, там день связанный там с историей белорусской государственности. Давайте все вместе выходим, чуть ли не в открытую говорил, свергаем режим, все, будет революция, уже вот-вот-вот, и людей накручивали, чтобы они все 25 марта ехали в Минск. То есть создавалось такое общее впечатление, что будет что-то грандиозное. И поэтому мусора всегда перестраховывались и старались людей на 25 марта не пустить. Значит, 15 марта был чуть ли не единственный за все это время согласованный митинг в центре города. И туда собралось, анархисты сделали открытый призыв туда приходить. И собралось около 30 человек черного блока, плюс около 10 не дошли до черного блока, потому что были задержаны на подходах. На этом митинге уже мусора уже конкретно охотились на анархистов, потому что они хотели взять реванш за неудавшееся задержание 17 февраля. И это вообще была достаточно драматичная страница. Это что произошло после митинга, когда наши товарищи начали списываться на троллейбус. За ними, за нашим черным блоком, из 30 человек следовало примерно 20-30 мусоров в штатском, такое же количество. Вот это пытаются они задержать. Но люди точно так же, как в тот раз, не дали на остановке задержать никого. Но что сделали мусора? Как бы, когда мы прошли уже все шествие вместе с остальными людьми, под конец мы уже видели, что сейчас просто нас будут всех хватать. Товарищи сделали обращение в мегафон, сказали: так и так, нас сейчас будут захватывать, и просим вас привести нас до остановки, типа оказать помощь. В итоге что сделали? Ну, очень многие протестующие, обычные люди вокруг нас, они просто стали в цепку вокруг нас и довели нас до остановки, где вот это вот произошло, что вы видите. То есть обычные женщины, там мужчины, все просто цеплялись за этих ОМОНовцев, не давали нас задержать. Все сели в троллейбус, поехали, мусора прыгнули в 3 маршрутки свои, не маршрутки, в 3 газели свои и поехали за нами. И просто через остановку или через 2 они начали штурмовать этот автобус. Это уже в троллейбус. Наши товарищи долгое время держали двери, когда нас не давали мусора ворваться. В конце концов они ворвались. И около этих 20-30 мусоров они почти 10 минут задерживали 30 анархистов. Потому что все держали не давали задерживать. Приходилось по одному просто вызывать, на руках заносить. И потом они людей в троллейбусе залили газом просто. А еще один хороший видос, снятый, и очень интересно слушать комментарии мужика, который его снимает, из соседнего троллейбуса, который все это не будет. Снимаю. Идет захват анархистов. Ну ясно, давай созвонимся, это мы и в транспорт. Потом мне говорит: ну пока. Что за дебилоиды? Что вообще происходит? Там весь троллейбус, по-моему, с ума сходит. Там анархисты просто едут, которые участвовали в акции. Да. Их пытаются захватить. Не пытаются уже. Ну, пока только я видел, что девушку вытащили.
Акция была санкционирована. Да. Ты не пошли пешком, все. Да какой? Беспредел. Какой кошмар. Вот дебилы. Что по телефону хотел? Вот суки. Замужу. Сейчас Анархистка просто? Она. Мама, она. Ты что, не знаешь? Сегодня она была разрешена. Вон, они пацаны с барабанами. Улыбайся еще, падла. Что хотели потому? Что, страна должна знать своих героев. Какой кошмар. Это... Тебе это какой-то газ или что? Да, распылили. Быстрее выходи. Выходи подышать. Чтобы вы понимали, это почти в самом центре города происходило. Было снято на множество камер. Через считанные минуты появилось в интернете. И это был действительно такой взрыв негодования, которого я лично давно не видел. Это было вообще везде, во всех новостных СМИ. В интернете, там, на иностранных сайтах новостных, центральных. И все просто дико этому возмущались. То есть, потому что, ну, да, выглядело достаточно стрёмно со стороны. И даже доходило до того, что просто ходил по городу и слышал, как люди между собой, обычные люди между собой обсуждали. Слышал, как там прямо из троллейбуса людей вытягивали, прямо в троллейбусе хватали. То есть беспредел был именно в том, что это, во-первых, была санкционированная акция, а во-вторых, это произошло уже после, когда, в принципе, уже никакой опасности никто не представлял. Мотивировали мусора это тем, что к ним, что в самом начале акции к нашим товарищам подошли мусора, обычно там какой-то участковый, его потом опознали, и потребовали снять маски, потому что в масках быть запрещено на акциях. Естественно, ну, их послали нафиг с этим требованием, и это стало формальным поводом для задержания. Через несколько дней они начали очень быстро оправдываться, говорить, что у задержанных нашли ножи, кастеты, что они угрожали простым гражданам в автобусе, а они пасли простых граждан без предела. Вот. И, ну да, эти оправдания были очень смешными, и вообще, ну, практически никто не верил. Ну а теперь самое интересное, это версия прошел государственного так называемый митинг протестующих против декрета номер 3. Однако с первых моментов стало понятно, что все свелось к политическим лозунгам. Власть предложила диалог, но отдельным активистам конструктивные решения вопросов, очевидно, не по душе. Нужен хаос, нужны дивиденды, и неважно, какой ценой. Жители города сегодня были шокированы поведением анархических групп и примкнувших к ним непонятных политических течений. Объявленный как мирная акция, митинг явно носил немирный характер. Подобные действия напомнили шествие нацистов. Надо ли это нам? Чего добиваются организаторы? Разрухи, как у соседей? Страха ходить по улицам и переживать за детей в городе? Или это просто борьба за очередные гранты? Но цена слишком велика. На кону мир и спокойствие на улицах. И кощунственно покушение на жизнь. Во время сегодняшнего так называемого митинга пострадали сотрудники охраны порядка. Якобы какого-то мусора там залили газом. То есть... Кровь у него откуда? Ну, типа, во-первых, да, говорили про залитого газа, откуда у него кровь, не знаю. Потому что они говорили именно про то, что кого-то, якобы, анархисты кого-то заливали газом. Хотя на самом деле, ну, это делали мусора. Это нужно быть дураком реально, чтобы прямо в помещении, в троллейбусе заливать, ну, то есть газом кого-то. Ну, они не дали развернутого объяснения, откуда у него кровь, кто он такой, при каких обстоятельствах его побили. Просто кого-то мужика провели на камеру, там, держащегося за голову, это и сказали... Там потом в интернете разбор был полный полета. Ага. И это ОМОНовец, они потом говорили, что его ударили. Но это, вероятнее всего, говорю, гример был оплачен, ну, этой службы новостей. Нужно было как-то использовать. Да, потому что на самом деле смех Просто смехом... они пару лет назад, когда там были вот травмированные якобы менты, тоже было классно. Они снимали, у людей лангеты были положены непосредственно на одежду, понимаешь?
То есть люди в больнице лежат с прикрученными на одежду лангетами. Да. И тогда тоже все стебались, типа, ну чуваки, ну А хоть в немного. 2006 году было даже, что показывали тоже жестко избитых ОМОНовцев. Они показывали травмы на своей голове, намазанные зеленкой, а на голове уже вот такие волосы отросли. Ну, а это было якобы вчера их побили. Ну, то есть, просто они даже совершенно не думают о том, чтобы как-то правдоподобно соврать. Вот. Еще забыл сказать важный момент, что 9 марта, уже перед этим митингом, который был, декрет о тунеядстве был приостановлен. Лукашенко публично высказался, сказал, что я его не отменяю, отменять не буду, но так как в нем действительно много недоработок, плохие чиновники виноваты, мои поручения плохо исполняют, мы его приостанавливаем и до того момента, как он будет существенно переработан. И те, кто уже заплатил, могут иметь право этот налог как бы им вернуть. Вот. И это такая действительно была полупобеда. И очень многие ожидали, что теперь протесты пойдут на спад, то есть людям кинули такую подачку, но совершенно фантастически, что этого вообще не произошло. Протесты как были, они стали только нарастать. И тоже очень важный момент, что с первых дней протестов к экономическим лозунгам, то есть долой декрет номер 3, добавились политические. Но об этом я тоже немного позже поговорю. Всего тогда, 15 марта, было задержано 52 человека в троллейбусе, около 40 анархистов, может чуть меньше. И остальные люди это те, кто за них подписывался, кто им снимал на видео, помогал отстоять. Все поехали на сутки, то есть дали там, от 10 до, нет, по-моему, от 11 и до 20, по-моему, суток, точно не помню. Вот, то есть у нас административный кодекс позволяет давать до 25 суток. Дали, конечно же, с таким расчетом, что 25 марта люди еще сидели. Вот. Дальше, 21-24 марта, уже перед вот этим днем X, этой сакральной датой, начались просто массовые, супермассовые задержания, не только анархистов, чтобы вы понимали, я как бы сейчас концентрируюсь именно на роли анархистов в протестах, да, но там, где нас задержали 52 человека, там точно такое же количество задерживали и простых активистов. Как это происходило? Везде, в регионах, в Минске, все в маломальски, именно я сейчас про 21-24 говорю, маломальски запаленных людей, которые когда-то были в каком-то активизме, в оппозиции, в партиях, всех потенциальных лидеров, всех активистов, просто всем врывались домой, либо ловили прямо на улице, часто били при этом, везли в суд и давали 15 суток по статье «Мелкое хулиганство». С расчетом на то, чтобы никто не вышел на 25 марта. Тоже сидело уже таким образом, одних только вот таких активистов, несколько сот человек 25 марта. Что касается анархистов, то это, кстати, очень важная фишка вот этих вот протестов, это именно большой акцент на превентивное содержание. Что касается анархистов, то 21-24 прошло не менее, еще было задержано не менее 10 человек. Наших товарищей, и прошло множество обысков. Всего за этот период там не менее 30 обысков прошло к 25 марта по квартирам. И этот период тоже очень сильно отличался таким нагнетанием истерии. То есть именно людям создавали такую атмосферу, чтобы они вообще боялись вот этого числа 25 марта, чтобы они ждали, что в этот день будет какой-то ад происходить, какие-то теракты, кровопролитие. Примерно за 2 недели началось запугиванием. То есть открываешь любую газету, там пишут: вот к нашим границам прорываются боевики из Украины с оружием. Там показывают по телевизору какие-то фейковые, там чуть ли не грузовики с оружием. Потом, главное, они показывают реально, багажник открывают, там стволы какие-то лежат, еще что-то. И все. И больше ни завтра, ни послезавтра про это молчок. Ну подождите, если такая контрабанда оружия, где уголовное дело, где дальнейшая судьба этих людей, посадили их, не посадили, где они сидят, что с ними. Все, нету ничего. То есть это просто фейк на людей, которые вообще критически не мыслят. Создали целые фильмы, там рассказывали, что к нам прорывается там какой-то японец, связанный с ИГИЛом. То есть, да, совершенно нерационально какие-то вещи толкали. И в конце концов решили слепить такое дело Белого легиона. То есть Белый легион — это националистическая организация белорусская, которая прекратила свое существование в начале 2000-х. Ее активисты подходили от такого боевого национализма белорусского и стали кто-то книгами торговать, кто-то еще чем-то. Их выбрали на роль таких козлов отпущения. Они были все время парамилитарной организацией, они дрались с РНГшниками, они дрались с ментами на митингах, делали охрану мероприятий. И поэтому их вот выбрали на такую роль.
И был еще один, есть до сих пор военно-патриотический клуб такой спортивный, именно белорусской оппозиционной направленности, ВОЯР, да, и его участников тоже выбрали жертвой, и взяли их массово, зачистили все в один день, создали легенду, что якобы они готовились 25 марта сделать вооруженный переворот, понаходили у них дома огромное количество страйкбольного снаряжения, этих бронежилетов, каких-то учебных гранат, учебных там патронов. Все это было учебное, либо было у некоторых пар человек зарегистрировано охотничье оружие, но по телевизору сказали, что это все боевое. То есть они показывают, да. А еще же какой-то анархистский, да, там нашли яд. Да, сейчас про это тоже скажу. Показали калаш, показывают страйкбольные, говорят, что это боевое оружие. Вот смотрите, в Минске сидят боевики там с ног до головы в боевом оружии, да. Вот. И в то же время, да, за пару дней до этого одной анархистки из Мозыря изъяли, тоже сделали очень красивую фотографию, такую как в гангстерских фильмах, они там выложили черно-красный флаг, 3 балаклавы, там какие-то книжки и 2 пистолета. И все, и по всем новостным лентам у анархистки в Мозыре изъяли 2 пистолета. Ну, то есть никому не интересно, что это пневматические были, у них изымали уже 3 раза. И каждый раз брали на экспертизу, экспертиза говорила, что это пневматические, ей возвращали назад. Но все равно изъяли в очередной раз и создали такой, ну, типа, офигенный сюжет. Вот, да, и дело Белого легиона тогда посадили по уголовке около 30 человек, возбудили 2 уголовных дела за незаконное вооруженное формирование и подготовку к массовым беспорядкам. То есть это вообще чистый, откровеннейший фейк. Да, эти люди там бегали в какой-то страйкбол, там их взгляды тоже я совершенно не разделяю националистические, но вот вся подача этого процесса в публичной сфере это чистой воды 1937 год, то есть когда пытались людям навесить то, что они не могли сделать даже в принципе. Вот. И сняли просто феерический фильм по БТ, который назван был «Белый легион черных душ», в котором просто проходило красной нитью там сравнение с Майданом, с нацистами, с Гитлерами всеми на свете, но просто из них там чуть ли в одну кучу Гитлера, ИГИЛ там и все на свете. Ну, просто реально рассчитано на людей совершенно не думающих. Ну, правда, когда 25 марта закончилось, вот буквально несколько недель назад большинство из этих людей из СИЗО повыпускали под подписку, но дело уголовное против них не остановили. То есть этих людей, потенциальных боевиков, а там некоторые действительно ездили на Украину тренироваться, некоторые действительно в начале 2000-х там занимались какой-то милитарной активностью, вот они решили их как потенциальных боевиков, потому что власть была очень испугана таким сценарием возможным переворота, они их просто изолировали, все на этот период времени. А когда уже видно, что Майдана не будет, то взяли и подпускали. Вот. И вот эта истерия, она действительно сделала свое, потому что, ну, как вы увидите позже, 25 марта революции не получилось. 24 марта такой финальный аккорд, вот буквально перед этим днем X, анархисты закидывают коктейлями Молотова в налоговую инспекцию в Гомеле. Пока правительство крутит и бьет, гони, мужик, последнюю рубашечку, а станешь вякать сразу в каталажечку, царь будет конституцию писать, тебе дадут в ней право голодать. Ну, естественно, СМИ там сразу уцепились за этот случай, пустили по всем там каналам, вот смотрите, вы их защищали, кричали, они же дети, а вот что они творят, ну там и так далее. Вот. Ну и, конечно, информационная поддержка этой акции со стороны анархистов достаточно хромала, потому что с государственными СМИ мы как бы не можем тягаться в передаче своей информации как бы обществу. Но, тем не менее, да, такая вот смелая акция была сделана, и впоследствии несколько человек за нее приняли и посадили в ИВС как подозреваемых, но в итоге всех выпустили, и до сих пор никого не задержали, ну, как бы не посадили именно за нее, не обвинили уже в рамках уголовного дела. Ну, что происходит 25 марта? Значит, 25 марта собирается огромное, просто неимоверное количество мусоров в городе, выгоняют на улицу спецтехнику впервые за все время правления Лукашенко, машины здоровые с такими лезвиями для разрушения баррикад, водометы, какие-то джипы с наваренными на них трубами металлическими в виде рам, то есть я вообще не понимаю, где они такое взяли, зачем они сделали.
И вот они пускают это все по центральному проспекту. Вот благодаря вот этому запугиванию, тому что нету лидеров, Статкевича тоже изолировали, просто его посадили в СИЗО КГБ на эти несколько дней. Всего собирается очень мало народу в Минске, около не более 1500 человек. И они собираются без определенного плана, и их, то есть, достаточно быстро разгоняют. В этот день задержано порядка 700 человек. Большинство из них отпустили потом из мусарни, но около 150 были посажены на сутки. То есть это либо те, кто уже полился где-то когда-то в политической активности, либо те, кто известные люди, как бы какие-то потенциальные лидеры, которые каким-то чудом избежали превентивного задержания. Что в этот день сделали анархисты? Мы, точнее, смогли собрать 9 человек всего, потому что как бы все остальные уже сидели на тот момент. И, получается, подходили к месту сбора, которое находится на Академии наук в Минске, но оно было полностью перегорожено ментами, то есть, чтобы вы понимали, там на 20 квадратных метров 3-4 патруля, и всех людей, а там реально людские потоки шли в центр, их всех разворачивали, говорили: уходите, уходите, если ты не хотел уходить, тебя просто упаковывали. Анархисты сумели развернуть 2 баннера, поднять флаги и пройти по шествию, как бы вот место сбора, а немного за него, на боковой улице, пройти по этой улице в попытке как бы дойти на центральное место. Ну, буквально около 100 метров мы прошли, не больше. Сразу нас выпалили менты, и подъехало мгновенно 3 микроавтобуса мусорских, и всех буквально в считанные секунды упаковали. То есть 9 человек упаковывали, я там насчитал на видео, что-то около 19 мусоров. Помогите, перекройте улицу, чтобы они не проехали! Но съемка произошла на самом деле совершенно случайно. Потом оказалось в интернете, потому что никто из наших товарищей не снимал спецом. Вот, тогда из этих 9 задержанных, по-моему, 4 получили сутки, я в том числе. Ну и все, на этом, можно сказать, протесты почти закончились. 26 марта люди еще пытались выходить в солидарность с теми, кто был задержан 25-го. В нескольких городах прошли небольшие акции. В Минске, в центре города, около 100 человек собрались, и тоже практически всех их уже упаковали. На этом как бы и закончилась наша, ну, вот такая вот протестная, да, весна. То есть протест, в общем и целом, был подавлен. Какие можно сделать такие выводы для нас важные из этого? Во-первых, очень интересно было отслеживать пропагандистскую реакцию государства. Она была очень запоздалой, неуклюжей и достаточно убогой. То есть первые фильмы, которые снимались пропагандистские фильмы, сюжеты, которые снимались по результатам еще самого первого шествия 17 февраля, они просто поражали своей несерьезностью, какой-то глупостью. Было видно, что настолько наспех слепили, потому что ни власть, никто не ждали, что люди в такого количества начнут выходить на улицу, еще и с политическими лозунгами. Лукашенко пытался, как обычно, сыграть в эту игру хорошие и плохие протестующие. Вот да, народ вышел, он имея право, и вообще давайте сделаем площадь там, чтобы люди собирались и говорили, что хотят. Ну, то есть, естественно, этого не сделали, но он это вещал, да. Да, там работяги пускай выходят, смотрите, и говорит там всем чиновникам: смотрите, слушайте, что они вам говорят, там, я там за народ и так далее. Но есть отморозки, которые хотят это использовать в своих целях, там, так далее. Ну, то есть классическая схема. Вот. И то же самое, фильм этот «Белый легион, черный душ» был просто чудовищно как бы слеплен. И пошли какие-то статьи, где стали очень много концентрировать внимание на анархистах и так далее. Но в целом реакция была совершенно неумелая. И даже оппозиционным СМИ, тому же Белсату, очень сильно проигрывали государственные СМИ. Например, на Ютубе вот эти белсатовские видео с задержанием анархистов, я сейчас смотрел, ну, по 25, по 30 тысяч просмотров набирали. И буквально, когда там какой-то идет стрим, да, прямо с протеста, там велись подсчеты, что там в сумме стримы там с одной конкретной акции смотрело до 500 000 человек. То есть, опять же, напоминаю, в Беларуси еще 9,5 миллионов. То есть это действительно очень много.
Вот. И, как правильно сказал там один блогер у нас, что ложь БТ, которую они, ну, белорусского телевидения, которую они толкают, она опровергается еще до своего появления вот этими вот стримами прямо из интернета. То есть люди даже стримили, как их задерживают в прямом эфире. Вот человек идет с этим самым, со смартфоном, там, рассказывает, вот я иду туда-туда, тут оп, перед ним появляется мусор, говорит, здравствуйте, пройдемся, и потом все, человек, короче, в микроавтобусе. Вот. Еще очень важный момент – это действительно позитивное восприятие людьми анархистов. Сейчас просто пройдем, да, по таким плюсам и минусам. Ну, плюс очевиден. На год приостановлен декрет номер 3. Вторым плюсом можно выделить радикализацию протестно настроенной части населения. То есть анархисты как минимум 2 раза подали пример того, как можно сопротивляться мусорам, как минимум сопротивляться задержанию. Показали пример какой-то радикальности, мы дали понять, что мы выходим в любом случае, когда мы захотим, нам без разницы все эти оглядки, нам без разницы их требования о снятии масок, мы делаем так, как считаем мы. И действительно, по комментариям в интернете было видно, что людей это очень воодушевило. И потому как люди приходили, вставали в сцепку, обычные люди, чтобы нас не дали задержать, не дать нас задержать, это тоже было очевидно. Это очень сильная делегитимизация власти, потому что я смотрел ряд интервью, которые журналисты брали у обычных протестующих, пенсионеров, работяг, безработных, некоторые даже с государственными белорусскими флагами, они не с оппозиционными, как бы историческими, а именно с этими красно-зелеными. Приходили на митинги, говорили, я там гражданин своей страны, я имею право, там тра-та-та. То есть это дискурс, который очень редко слышен в Беларуси, потому что у нас люди привыкли, что они никаких прав не имеют. Вот. И действительно вышел в большой степени бывший электорат Лукашенко. Люди действительно очень были возмущены, и те люди, которые голосовали за Лукашенко именно потому, что он сохранил якобы лучшее от Советского Союза, это какие-то социальные гарантии и все прочее, они были дико разочарованы тем, что, ну, просто дичайший антисоциальный, антинародный закон. Если у тебя нет работы, бери, плати. Вот. И четвертое, это формирование позитивного имиджа анархистов среди людей, среди населения. Ну, частью я уже это сказал. Просто проиллюстрирую это несколькими такими случаями, что, например, когда вот 17 февраля мы шли, да, что когда мы как бы уходили уже коробочкой на остановку, перед нами шел мужик, который показал на нас 2 руками и закричал типа окружающим: посмотрите, несчастные дети против целой ментовской своры. Потом люди, которые нас не давали задерживать на остановке, они хватали этих ОМОНовцев, кричали, что они фашисты и так далее. Хотя они прекрасно видели, знали, кто мы, знали наши лозунги. Когда мы кричали «выше, выше, черный флаг, государство, главный враг», шли обычные как бы трудяги, эти лозунги подхватывали, а потом подходили и говорили «государство, главный враг, отличный лозунг». Вот, то есть это то, чего я за всю свою как бы протестную жизнь вообще никогда не встречал. И говорит о том, что для людей обычных, для населения, вот какие-то непонятные там радикалы в масках, они и то лучше, чем мусора, и то лучше, чем системы и чиновники. То есть они скорее даже нас готовы поддержать. Вот. Но опять же, конечно, я говорю сейчас не про все население Беларуси, да, а про именно людей протестующих, которые как бы стали выходить на эти акции. Вот. И то же самое было по комментариям в интернете видно, то есть там люди абсолютно средних лет, обычного самого рода занятий, они пишут: анархисты молодцы, когда уже у вас следующая акция, давайте там анархия, мать порядка. Ну, то есть такие смешные немного комменты, но видно, что пишется с душой. Опять же, такого раньше никогда не встречал. Вот. И минусы, конечно, тоже очевидны. Это то, что декрет не был отменен. То есть такой полной победы достигнуто не было, хотя сейчас витает в воздухе такое мнение, что Лукашенко сделал отсрочку, чтобы просто люди забыли, а потом по-тихому просто отменят, потому что отменить сейчас — это потерять лицо, типа уступил давлению. Вот. Протест был подавлен классическим образом, силой, то есть людей били, людей арестовывали, сажали на сутки, ну и немногие люди, отсидев 15 суток, готовы потом выходить, уже там на следующий день, да, там и опять биться в бой. Уже 15 суток, например, множество наших товарищей повыгоняли из универов, да, после этого задержания. Кого-то повыгоняли с работы. И то есть людям целенаправленно рушатся жизни, чтобы они не могли, как бы, чтобы у них не было мотивации продолжать протест. Даже я, например, когда последний раз, вот после 25-го сидел в камере с мужиками, ну не в камере, в стакане в РУВД, многие говорили: все, я зарекся куда-либо ходить, последний раз ходил там 10 лет назад, больше никуда не пойду, короче, потому что что толку, как бы только побили, ну там ругали лидеров оппозиционных и так далее. То есть видно, у людей все-таки была определенная фрустрация. Отчасти это завязано на то, что
заявили 25 марта как некий судный день, когда все решится, вот мы выйдем один раз и проснемся в Новой Беларуси. Но, конечно же, это невозможно, да, и этого и не случилось. Ну и третье, которое тоже нельзя забывать, такой минус, это то, что огромное число анархоактивистов были запалены, потому что стали выходить, был такой реально протестный подъем, и была большая надежда, что можно чего-то добиться, и поэтому стали выходить люди реально массово, даже которые раньше не были в публичном активизме, ну я имею в виду наши товарищи, массово, которые не были в публичном активизме замечены. И их задержали, все, теперь мусора их знают как анархистов. Ну и заканчивая, то есть часто задают вопросы, когда рассказываешь на эту тему, там, как помочь, как вам посодействовать, что можно сделать. Ну, очень просто, то есть самые простые 4 метода это поддержать какой-то протест, будь то Беларусь или любая другая страна, да, своим присутствием, хотя некоторых наших товарищей как бы депортировали после такого присутствия, но тем не менее такая возможность всегда есть. Рассказать друзьям, знакомым, особенно журналистам, если у кого-то есть, как бы подать этот протест с той стороны, как оно есть на самом деле, да, потому что многие в Беларуси читают российские СМИ, ну и как соцсети работают, все знают, от репоста к репосту, как бы это множится в геометрической прогрессии. Всегда очень нужна материальная помощь группе АЧК «Беларусь», которая оказывала помощь всем задержанным после вот этого вот марша нетунеядцев, в том числе даже не только анархистам, но и простым людям, которые были задержаны за то, что они нас поддерживали, тоже оказывалась помощь всесторонняя, ну не буду углубляться, как бы, думаю, вы сами поймете. Вот, и поэтому какой-то любой донейшн, он, конечно, всегда будет очень приветствовать. Ну и, конечно же, стать анархистом или анархисткой и включаться в борьбу и ждать, а приближать революцию, когда не нужно будет вообще никакие налоги никому платить. Ну, на этом все. Спасибо. Можно вопрос? Вопрос? Да, теперь вопрос. Расскажи про этноанархистов белорусских. Ну, так называемые вот этноанархисты, они появились примерно в 2013 году в Беларуси. Это был такой своеобразный откол от хулиганов МТЗ. По крайней мере, их ядро составили бывшие хулиганы МТЗ РИПО, стали угорать по каким-то националистическим темам. Вообще надо сказать, что примерно в 2013 году в целом суппорт МТЗ РИПО сдвинулся в сторону там скорее поддержки белорусского национализма, нежели каких-то анархистских идей, да, как было прежде. Ну, я не буду сейчас рассуждать о причинах, просто факт, да, так произошло. Вот. И эта группа сформировалась, они особо не шли на контакт ни с какими другими анархистами, занимались какими-то своими делами, поэтому с ними вроде как хотели несколько раз основное анарходвижение выйти как-то на контакт, но они немножко морозились, то есть, видимо, хотели создать свой какой-то движ. Вот. И у них это получилось в той части, что поскольку они толкали националистические идеи, лозунги, они очень на ура были восприняты нашими СМИ оппозиционными, которые, естественно, поддерживают националистическую повестку, и до сих пор они их как бы очень им помогают. Значит, две основные группы, которые тогда возникли, это Пошук и Хаурус. Обе группы достаточно численно маленькие. Вот. И они постоянно светились в СМИ, делали какие-то акции. Ну, они, то есть, придерживались тактики акционизма. То есть, растянуть баннер, или там зажечь там фаера, или сделать какой-то микропикет, или прийти на санкционированное шествие, там, чтобы, ну, как бы главная цель была их это попасть в СМИ. Даже я, например, кроме только у Хауруса, было вот примерно на их сайте было на несколько абзацев их расписания, их идейной позиции, да, а, например, у Пошука у них никакой четкой идейной позиции я вообще не нашел, ни на паблике нигде, то есть идейное сопровождение на уровне каких-то лозунгов, они никогда не углублялись ни в анализ, в действительности, ни в теорию, никуда. Вот это была их тактика, и таким образом они двигались в 2015 году, потом мусора обратили на них внимание, из-за их такой войовничей достаточно риторики, возбудили против них дело по хулиганству за 2 граффити нарисованных, да, и там закиданный баннер с ментом, закиданы лампочкой с краской. Ну, их начали судить. Почти все... Рекламный плакат, рекламный бигборд они банят. Рекламный бигборд они этими лампочками забросали. Да, да. Вот. Ну, их судили. На суде, на следствии они практически все почти все друг на друга дали показания. То есть они признали, этот там делал то, этот то. Вот. И им в итоге как бы подавление общественности, потому что у нас опять же период либерализации, естественно, сразу признали политзаневоленными, им, короче, дали штраф в конечном итоге. Ну все, после этого их как бы известность еще более возросла, но в конечном итоге ничего из этих групп не получилось. На сегодняшний день они свою активность практически прекратили. Я не буду точно утверждать почему, потому что это все на уровне слухов, но как факт, то есть
как политическая единица анархистов сегодня уже в Беларуси нет, как, ну, может, полгода. У них же паблики какие-то есть, да? Паблики остались, да, но... Чаще всего в СМИ, понимаешь, попадают. Но вот последнее громкое было о том, что как его, Косинеров тогда повесил памятнику городового петлю. Да. Его тоже хотели судить, но походу закрыли дело или что? Нет, ему дали тоже штраф. Тоже штраф. Вот. И, то есть, да, ну там, ну, опять же, акционизм. То есть, он не говорил, что это он, но у нас стоит памятник городовому царскому менту, он подошел, накинул петлю на него, типа вот как бы такая акция. И он не говорил, что он, не, конечно, я же сказал, а на следующий день его жена давала интервью для оппозиционных СМИ, где нормально объясняла, что да, он знал, что его задержат и так далее. Понимаешь, ну, как явка с повинной просто вообще. Ну да, то есть именно тактика привлечь внимание СМИ любой ценой, и в принципе им это удавалось до какого-то времени, у них и визуальная часть была хорошая, стоит отдать должное, у них, то есть был какой-то художник, он рисовал. Но, конечно, подчеркну, что в целом анарходвижение их не приняло в свои ряды, потому что из-за достаточно стрёмных лозунгов, когда они выходят на Чернобыльский шлях, да, с растяжкой «Шануй природу, шануй Беларусь», «Шануй» это уважай. Ну, то есть анархисты стоят с лозунгом «Уважай Беларусь», ну, как-то так, мягко говоря, не очень. Или дают интервью в СМИ и говорят журналистам: а вы знаете, что анархизм всегда был с национальным фундаментом? Ну, и как бы все потом после этого на них смотрят, что вы, ребята, несете. Ну, как бы, да. Ну, знаешь, если бы не какой-то там прототип Свастона у этого Пошуга, Пошуга просто в этом знаке был вот это вот колесо какое-то, солнцеворот, красышь какое-то говно, да, которое ты видишь, тебя добавляет человек, у которого там, типа, друзья, у которого какие-то анархические якобы взгляды, а ты смотришь, что у него на аватарке просто такая херня. Ну и о чем с ним разговаривать? Просто заканчивается, знаешь, спрашиваешь, что это такое, он тебе начинает о каких-то, блядь, этих языческих предках говорить. Ну, да, вот как-то так. Наши справа это их паблик? Нет, наши справа это паблик фанатов МТЗ, но они с Пошугом, по крайней мере, раньше были дружны. Они не бьются, вот что. То есть сказать, что они дружны нельзя, но вот они не бьются, это одно. Ну, да, может, лучше знаю, потому что я немножко в эти субкультурные расклады не сильно вникаю. Еще у кого вопрос есть? Касательно протестов, два вопроса. Первое, с какими тезисами выходили анархисты, что писалось в листовках. Второй вопрос, была ли единая позиция в разных городах или в городах действовали автономно? Именно вообще протестующие. Нет, анархисты. Первый митинг, когда вообще в ходе всех этих протестов вышли, это был именно Минск. И задержания массовые были именно в Минске. Ну и вообще Беларусь такая страна, где в принципе в Минске решается все, да, то есть все-таки Минская среда, а в Бресте круто выступили. В Бресте есть объяснение этому, потому что закон о тунеядцах очень сильно ударил по людям, которые жили с границы. Это вот обычная так называемый муравей, которые везут там сигареты, алкоголь и зарабатывают какую-то там копейку небольшую себе на этой границе. И вот их закон о тунеядстве коснулся непосредственно, потому что они нигде не учтены как рабочие, а следовательно они больше 180 дней не работают. Вот, поэтому вышло до хрена народа. Вот. По поводу лозунгов, какие выходили, значит, это были, мы старались кооптировать свои лозунги под реальность, под текущий социальный контекст. То есть первое, самое главное, не платить никакого налога, никому не платить налог на тунеядство вообще. Второе, это самоорганизовываться по месту работы, по месту жительства, по месту учебы и давать отпор как бы беспределу власти во всех его проявлениях. И третье, это поддерживать протест, выходить на протест, на все протесты, которые будут в будущем выходить. Ну и, конечно, к этому мы старались как бы прилепить то, что мы, анархисты, вообще в целом против любых налогов, потому что мало того, что они нас душат здесь, там, ментовским беспределом, там, еще чем-то, вливают, ну, там, КГБисты, чиновники, там, тра-та-та, все прочее. Но кроме этого, они еще и навесили налог на тунеядство у нас. То есть, ну, старались просто это все привязать в целом к несправедливости государства и капиталистической системы. Да, основных тезисов было три. Это самоорганизовывайтесь, не платите никакого налога и поддерживайте все протесты, которые будут в будущем. Еще вопрос по поводу участия, ну, как бы позиции профсоюзов белорусских по поводу этого декрета. Ну, я имею в виду не официальные профсоюзы, такие независимые, ну и в принципе о взаимодействии анархистов
белорусских с профсоюзниками, ну, то есть налажено какое-то взаимодействие, как вы вообще с ними В Беларуси работаете? нету практически профсоюзов независимых, поэтому взаимодействовать не с кем. Потому что у нас есть такой рэп, профсоюз работников радиоэлектронной промышленности, но по численности он очень-очень невелик. Ну и поэтому не только поэтому, но и вообще, в принципе, с ним никакого организованного взаимодействия не было. Да и с остальной оппозицией, в принципе, тоже. То есть мы изначально ориентировались на самостоятельное участие, на критику не только власти, но и оппозиции. То есть, да, мы приходим на их митинги, но мы говорим сразу, что нам не нужен никакой президент, вообще не надо нам ни Статкевича, ни Лукашенко, будем бороться против него. И то же самое старались подкресливать как бы в каждом интервью, когда говорим, чтобы люди не воспринимали нас как... Потому что отдельные такие нотки уже звучали, что нас стали воспринимать как такой боевой отряд оппозиции, да, и БТ, естественно, нас так подавало, поэтому мы каждый раз стараемся дистанцироваться, что да, мы приходим, но мы приходим туда не потому, что оппозиция пришла, а потому что народ туда пришел. Мы будем выходить везде, где будет народ, неважно, как бы, какая-то дата, какой-то повод. Люди вышли протестовать, мы их выходим поддерживать. Выходим всегда четко со своей повесткой, которая максимально дистанцирована от либеральной националистической повестки оппозиции. На тему профсоюзов рэп из-за своей малочисленности выбрал тактику. Они подали в суд на этот закон, в Конституционный суд. Хотели на этот закон о том, что он антиконституционный. И они обещали адвокатскую поддержку людям, которых будут притягивать за неуплату налогов. Вот. Это то, что они заявили. А так как они малочисленны, они просто принимали участие в общих акциях. То есть каких-то таких позиций не было. А вот в принципе были, то есть у вас же там, насколько я знаю, есть декрет такой лукашенковский, который о временном контракте. То есть то, что у вас в основном люди же по временным контрактам работают, какие-то были попытки эту ситуацию изменить, потому что, как я понимаю, это одно из таких моментов, которое очень жестко останавливает рабочее движение любое, что все трясутся за свое место, там по 3-4 месяца контракт. Да, нет, там не по 3-4 месяца, обычно на год заключают. Действительно, контрактная система в свое время очень напрягла трудящихся, она была принята достаточно давно, по-моему, лет 10 назад, там плюс-минус. И да, она стала фактором, который очень сильно предотвращает борьбу людей за свои права. Попыток изменить организованных не было. Какие-то оппозиционеры, условно левые, социал-демократические, пытались раскачать эту ситуацию, но у нас, к сожалению, специфика народа такая, что пока не наступят конкретные плохие последствия, вот пока тебе не пришло письмо из налоговой, заплати 180 евро, никуда ты не пойдешь, не начнешь шевелиться. Ну, в принципе, так было и с контрактной системой. А когда уже пришло, то как бы стало поздно. И, кстати, хороший вопрос, потому что еще этот закон о тунеядстве, он очень хорошо работает на пользу работодателям. То, что если раньше люди вообще боялись, и так боялись спорить с начальством, там, какой-то свои права отстаивать, против беспредела как-то бороться, то сейчас они стали бояться еще больше, потому что станешь безработным, ты еще, мало того, что ты останешься безработным, тебе еще и платить надо через полгода. То есть, да, этот декрет очень сильно, хотя он принят государством, но он очень сильно сыграл на руку капиталистам. Ну, как капиталистам и людям, которые он был в связке. Лукашенко объявлял 5 лет назад о модернизации древесной промышленности. То есть дерево производим, а они никак не могут модернизироваться. И все директора в один голос, это в основном государственные предприятия, все директора в один голос жаловались, что вот у нас не окупаемся, потому что за такие маленькие зарплаты все убегают у нас с работы. И был вот введен как раз поправка на тему того, что ты подписываешь договор на 5 лет, допустим, в котором указана минимальная заработная плата. Всю остальную заработную плату, это где-то как минимум половина, иногда 2/3 твоей заработной платы, это твои премиальные. Если ты расторгаешь контракт раньше его истечения, ты должен вернуть все премиальные. Следовательно, чем дольше ты работаешь, чем длиннее у тебя контракт, тем больше ты попадаешь в кабалу просто такую, что ты уйти не можешь, расторгнуть контракт. И вот закон о тунеядцах, это как раз вот в этой же сцепке шла. Вот. Ни хрена модернизировать не получилось. Еще? Какие еще политические силы засветились?
Ну, основной силой организатором протеста был так называемый Белорусский национальный конгресс. Это такой конгломерат условно-радикальной части оппозиции. Вот Николай Статкевич, который тоже 5 лет в тюрьме отсидел, освободился тоже в 2015 году в августе. Вот, имеет достаточно большой авторитет и вес как в Беларуси, так и, как я имею в виду, среди обычных жителей Беларуси, так и среди оппозиционных кругах. Вот. И вот этот Белорусский национальный конгресс, лидером которого он является, там еще ряд политиков, часть из которых в эмиграции, они, скажем так, там и задавали тон. Часть оппозиции заняла очень умеренную соглашательскую позицию. И, кстати, вот такая вот ситуация, ну, условно назовем предреволюционная, она очень хорошо показала, кто есть кто в оппозиции, кто на самом деле шагает от Комитета госбезопасности и кто дергает ими за ниточками, да, за ниточки, а кто действительно еще сохранил в себе какое-то здоровое ядро, которое хочет бороться за перемены. Потому что у нас было целый конгломерат организаций, вроде «Говори правду» компании, вроде, ну, боюсь сейчас соврать, но как минимум там была крупная и хорошо известная компания «Говори правду», вот, которые выступали за то, что не надо вообще на улицу выходить. Давайте мы будем решать вопросы цивилизованно. Вот мы не будем ходить на улицу требовать отмены закона, а мы будем ходить подавать петиции в исполкомы, будем писать в администрацию президента, а авось над нами сжалятся и отменят нам этот закон. Вот. И даже когда вот был первый этот марш 17 числа, ну, я вам скажу, 70% оппозиционных организаций, партий, они не поддержали его. Сказали, мы не будем никуда идти, это будет провал, никто не соберется 100 человек, мы пойдем другим путем и добьемся отмены. В итоге приходит 1500, они все, ну, грубо говоря, сели в лужу. Вот. Ну и да, какие-то... «Говори правду» 25-го делали акцию в Гродно, легальную акцию. Когда объявили типа общий подъем, едем все в Минск, 25-го в Минске акцию, они как бы в пику этому делают в областном центре акцию разрешенную, которая освещается телевидением, люди с бело-красными и красно-зелеными флагами. Такой, короче, фаршмак жут. Ну да, короче, то есть можно сразу проследить, в принципе, кто от кого шагает. Вот. Пытались как-то консолидироваться какие-то наши левые, но это как бы это их тема, да, но учитывая, что такового левого движения в Беларуси нет, да. Если брать системную оппозицию, то у нас есть партия «Левых справедливый мир», бывшая белорусская партия коммунистов, которая тоже очень соглашательскую позицию занимает, только разрешенные митинги, только там все, ну то есть просто под контролем, ну, под колпаком государства. Вот. И они пытались как-то тоже эту повестку оседлать, но у них ничего не получилось. Вот. А из внепарламентских как бы антисистемных сил, в принципе, можно назвать только националистов, Молодой фронт и же с ними, и анархистов. То есть больше таких радикальных сил в Беларуси нету. Еще один момент, который мне сейчас вспомнился, хотел рассказать, вот, к слову, о том, вот этой контратаке СМИ на нас, да, как они стали... Играючи уже вторым номером, они решили отреагировать на наше выступление, начать нас очернять там, и так далее. Прошли ряд, как я уже сказал, по телевизору передач. Потом у них интересная штука, они стали выпускать в своей самой крупной газете Советской Беларуси, выпускать одну за другим статьи разгромные об анархистах, где там писали, что мы там экстремисты, нас Запад спонсирует. То есть, ну там видно было разбавлен, с одной стороны, вымысел журналиста, была разбавлена оперативная информация от КГБшников и губоповцев. То есть видно, что им вбрасывают какие-то мелочи, да, а журналисты тоже развивают. На все лады обыгрывали эту ситуацию 15 марта в троллейбусе, что и ножи, и кастеты у нас там нашли, и что ВКонтакте кто-то написал, что в следующий раз менту заточку в блок воткнут, и они там все посвящают целым абзацем. И самый лютый такой... Раздражение было вызвано именно у оппозиционных журналистов и у власти, у власти, а следовательно и как бы их этих шавок государственных журналистов, именно не фактом того, что анархисты есть, потому что серьезной какой-то мощной силы мы не представляем, да, нас не 100 человек, там, ну, не 200, у нас нет там мощных профсоюзов, мы в принципе достаточно слабы, да, по белорусским меркам, но именно проблема в нашей неподконтрольности. Потому что менты, как вы уже, наверное, поняли вот из ответа на предыдущий вопрос,
менты, власть, КГБ, они очень легко контролируют оппозиционные партии. Их вроде как и много, и людей вроде как они много мобилизуют, но все под контролем, дергается за ниточки, через лидеров, через отказы в регистрации, через отказы в согласовании митингов. Они полностью управляют ими и подчиняют их как бы своим нуждам. Там, где надо, они там их отпустили, пожалуйста, делайте чуть свободно. Назад забрали обратно. Вот как говори правду, типичный пример. Анархисты не подконтрольны совершенно, потому что с ними нельзя договориться, нельзя их подкупить, нельзя вычленить лидера, через которого можно давить на весь движ. И это очень, по этим протестам было видно, что чекистов это очень сильно испугало, что растет какая-то сила, с которой вообще нельзя договориться, которую вообще нельзя взять под колпак и заставить играть по своим правилам. Они что хотят, то и делают. И мусора реально этого боятся. Вот сегодня коктейль Молотова кинули, завтра пошли на митинг, заявок никаких не подают, не согласуют, где тусуются, хрен его знают, как людей вербуют, хрен его знает. И они, поэтому отсюда такая шаленая реакция, именно репрессивная. Они не могут действовать с нами с такими традиционными агентурными методами, да. Поэтому у них все, что остается, это побить, посадить на сутки, возбудить уголовное дело. То есть только страхом и запугиваниями они как бы с нами обходятся. И поэтому оппозиционных журналистов очень сильно ругает все наши главные мусора, все наши телепропагандисты за то, что они дают нам слово. За эти протесты были очень много взято интервью анархистов. Ну, люди не знали с большего нас, ну как знали, но знали мало, да. И нас спрашивали, а вот как, что, в чем ваша идеология состоит, а вот что вы предлагаете взамен, а вот почему вы приходите, а почему, очень часто вопрос, а почему менты вас вот так ненавидят, почему они все время стараются вас задержать, почему у них такое внимание на анархистов, да. И меня, когда задавали этот вопрос, я всегда отвечал, именно основная причина это радикальность, во-первых, что мы не оглядываемся на закон, а во-вторых, это именно неподконтрольность, да. Вот. И поэтому по их дискурсу очень хорошо видно, что они накидываются на оппозиционных журналистов. Вы что, офигели, что вы этим террористам, вот чуть ли не террористам, да, такие слова даже употребляли, даете слово, они же экстремисты. Не парламентские левые троцкисты есть? Нету. Почему? Ну, там же есть около газеты «Товарищ» какие-то люди такие одиночные, но это... Ну, политически... Даже не группы. Как политически сформированной силы нету. Ну, конечно, в Беларуси наберется троцкист, как минимум один какой-то сталинист, найдется и кто маоистом себя назовет, но политической какой-то ценности никогда у них... Сталинистов тоже нет? Не, ну почему? Вот партия, у нас есть две коммунистические партии. Не, ну это понятно, какие-нибудь. А вторые это партия про Лукашенковская коммунистическая. Но есть НБПшники. Да, но НБПшники еще, по-моему, году в 10-м перешли на позиции оппозиционные. То есть оппозиционные... они оппозиционные. Ну, в смысле, сталинистами так не стали. Да, в то же время они ватники. Ну, короче, там все очень мрачно. Ну, я сейчас отвечаю на вопрос именно касаемо какой-то как политической силы. Нет, организованных групп нет. Есть причины? Я думаю, причины две. Это то, что изначально с середины 2000-х набирает популярность анархизм. И поэтому молодежь не очень увлекается какими-то такими левачеством, вот этому всем троцкизмом там, и всем прочим. А второе, ну это какое-то, наверное, советское наследие. То есть в Беларуси традиционно был сильна как-то, может, националистическая повестка, да, и это сыграло свою роль в том, что даже анархисты, они все очень критически относятся, ну почему даже, анархисты как бы критичнее, чем в многих других странах, особенно если брать Западную Европу, они очень критически относятся к наследию Советского Союза. Даже вот, отвечая на твой вопрос, у нас даже вырос такой феномен, как этноанархизм, да, что люди, типа, они хотят быть и анархистами, но в то же время хотят быть и националистами. И, типа, решили, что вот они будут этноанархистами. Я считаю, что исторический контекст, тут огромное количество людей, пострадавших, то есть от красного террора, оно и репрессии, и вот эта историческая память, она играет главную роль, то, что у нас вот эта краснота, она не очень популярна. Ну и линия Сталина, которую президент проталкивает, понимаешь? То есть он главный сталинист. Да. Он в открытую говорит, ну, вплоть до того, что у него высказывание, он там идет какое-нибудь здание, там не построили, он кричит, именем революции построить его там через год. Ну, то есть это потом переписывают газеты, ну, то есть другой он говорит там 7 ноября, я полностью поддерживаю все ценности Великой Октябрьской революции. Ну, он этот дискурс очень успешно перехватил, да. Клево вам еще. Вообще. Точнее, еще вопрос, насколько открыто
для анархистское движение Беларуси для приема новых людей? Ну, насколько открыто, мне мало с чем сравнивать есть, но если сравнивать со всеми периодами там, активности, да, вот за эти там 14 лет, то сейчас оно открыто так, как никогда раньше. То есть открытые инициативы, можно, во-первых, мало того, что написать на e-mail, много какой e-mail, там, любой из инициатив, написать, давайте, я к вам приду, я хочу то-то-то, и ты придешь, с тобой встретиться. Но, конечно, есть даже открытое место, которое позиционирует себя как анархистское место, это библиотека «Вольная думка», и можно туда прийти, сесть, читать книжки, начать разговаривать с анархистами, да. Но если ты туда пришел, это не значит, что тебя приняли в движение. Прежде чем попадешь в какую-то инициативу, познакомишься с людьми, которые действительно активисты опытные, пройдет достаточно много времени и нужна большая проверка на доверие. Ну, как-то так, длительно. Сформулировать. Просто разные группы, где работают горизонтальная иерархия, да, они пытаются достичь консенсуса. И чтобы достичь консенсуса, используются иногда разные практики, процедура диалога у людей принятия решений. Что-то такое используется, или какие методы вы используете при принятии решений, когда обсуждаете? Потому что я просто думаю, что происходит наверняка дискуссии какие-то, и какой-то есть процедура. Ну, у анархистов, по крайней мере в Минске, основной метод принятия решений это консенсус. Вот. Достижение путем общения. Ну, я честно скажу... Вот есть книги о достижении консенсуса, они применяются? Я скажу так, что я, в принципе, небольшой фанат консенсуса как метода принятия решений. Я считаю, что он имеет свои очень сильные ограничения. Где-то он эффективен, где-то очень неэффективен, где-то, я считаю, должен быть заменен другими методами. Поэтому я, наверное, не лучший человек, которого нужно расспрашивать. По личным ощущениям, на самом деле, это дело практики. Я понимаю, что может быть разное мнение. Просто интересно, по личным ощущениям, что не работает, например. Ну, во-первых, это очень долгий метод принятия решения, это самое главное для меня, по крайней мере. Во-вторых, он не всегда бывает справедлив, потому что когда 30 человек обсуждают что-то, и при консенсусе априори каждый имеет право вето, может заблокировать, то один человек блокирует, и 29 остаются без удовлетворения своего как бы, решения. Такие ситуации возможны. Они крайне редко происходят, да, но они возможны. Вот, ну, в группах по 5-7 человек уже чаще блокируют, да. Вот. И поэтому я считаю, да, его нужно практиковать ограниченный консенсус. Такой личный момент. У меня вот вопросик по информационной части. Вот, ты говорил, что вы вели диалог как с обществом. Какие ресурсы вы использовали? То есть это сайт, какие больше вот это вот что? И в конце, в результате появилось больше подписчиков или как? Ну, как я уже говорил, единственная группа, которая себя позиционирует сейчас как анархистская медиа, это Промень. И через Промень действительно пытались товарищи вести диалог. Во-первых, это сайт и группы паблики, где появляются ежедневные новости. И когда шли протесты, новости шли просто постоянным потоком. Даже пытались сделать онлайн-трансляции с протестов. Вот, да, было огромное количество комментариев. Например, группа Промень, насколько я помню, в день без всякой рекламы добавлялось по 30-40 человек в группу ВКонтакте. То же самое примерно и с группой в Фейсбуке. Люди достаточно, ну, писали или не писали на эти адреса, это нужно спросить тех, кто в этой группе участвует. Вот, написать им, поинтересоваться. Но я, например, видел, что да, количество подписчиков очень сильно прирастало. Потому что было видно, что люди просто заходили в Google, писали «анархисты Беларуси» и заходили на эти сайты. Людям действительно было интересно. Вот. Но в итоге закончилось тем, что группу «Промень» ВКонтакте заблокировали. Администрация по запросу КГБ белорусского. Сайт заблокировали еще в октябре прошлого года за экстремизм. И ну, сейчас, конечно, взамен заблокирован паблик появился новый. Но если заблокированный на момент как бы блокировки было 2000 подписчиков, сейчас там что-то около 900, по-моему. Вот. И, естественно, его тоже скоро заблокируют. Не блокируют только то, что находится на иностранных серверах, что не подчиняется вот этой вот юрисдикции российско-белорусской, да, то есть наших этих союза диктатур, да. В Фейсбуке, например, не могут заблокировать. Они просто вносят через суд эти ресурсы в списки экстремистских. Если ты, например, будешь раздавать листовку, а на ней будет внизу адрес Промени в Фейсбуке, то тебя штрафуют за распространение экстремистских материалов. Это статья КОАП у нас есть такая. А за динамикой, ты не знаешь, динамика роста? Ну, я вот рассказал, что прибавилось подписчиков. Ну, а по цифрам вот конкретно? Ну, нет, это нужно писать товарищам, которые занимаются. Ну, если все,
Да, спасибо Последний большое. вопрос. Ну. Что с экономической частью в Беларуси, как люди, ну, есть тенденция какая-то, ухудшение? Ухудшение однозначно. Становится хуже, хотя якобы средняя зарплата растет, но цены растут гораздо быстрее, и я не могу сейчас назвать конкретных цифр, но в целом, да, все плохо. Можно ли ждать на этом фоне каких-то социальных процессов? Я думаю, они произойдут обязательно, это только вопрос времени, но, как бы, мне кажется, практика показала, что для них нужен именно какой-то спусковой крючок. То, что просто все плохо, люди не выйдут из этого, потому что, как говорится, если лягушку, да, там варить постепенно, она его никогда не выпрыгнет. То же самое и здесь. Если постепенно плохо становится, люди к этому привыкают. Но тут бах, вот этот вот декрет, который просто всех напряг, разъярил, и люди стали выходить. И людям стали реально письма приходить: заплатите деньги. За что? Я вообще не работаю. С чего мне платить, если в моем городе нет работы? Я и хотел бы поработать, но нету даже дворника вакансий. Вот. И я считаю, что на фоне этого ухудшения, если будет какой-то вот такая очередной глупый шаг власти, или это может быть даже акт какого-то милицейского террора, потому что у нас сейчас милицейский беспредел — огромная проблема в Беларуси, даже одна из центральных в обществе. Вот. И да, протесты будут однозначно, но предсказывать их время я вообще не берусь, потому что тех же вот этих тунеядских протестов никто не ждал. После 19 лучше стало? Ну, конечно, монетки появились. Раньше приезжаешь в Беларусь, Миллион. такую пачку, а теперь что-то 10 рублей. Да. Евро курс 1 к 2, как и в Европе. Блин, ну вот смотри. Считать. А ты говоришь. Это недолго. Ну да. Есть вопросы? Ну нет, тогда все. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что приехали.